личного поля, у вас есть какие-то диалог какой-то? Мне кажется, было бы лучше, если бы вы могли действительно как-то вместе какие-то правила установить, не знаю, вот игры дальнейшей, или как-то объединиться. Сначала вы. У вас есть какой-то диалог или вот что-то, с чем вы можете выйти, какие-то общие позиции, которые вы можете людям... Смотрите, что происходит. Я же говорила выше о том, что вот когда мы говорим слово объединение, это хорошее, правильное слово, но я к нему отношусь трезво. Я трезво оцениваю ситуацию. Вокруг чего мы должны объединяться? Есть правда, которую знает вся Абхазия, без исключения. Все пассионарии, вся активная часть нашего общества прекрасно знает, что нет здесь в Абхазии антироссийских настроений и нет тем более неких протурецких настроений и протурецкого кандидата. Соответственно, если вот такая информация распространяется, в том числе и за пределами Абхазии, и довольно уважаемые журналисты об этом уже открыто говорят, я с сожалением это отмечаю, потому что мы всегда с удовольствием смотрим телепередачи с их участием, мы оцениваем их как довольно высоких профессионалов. По всей видимости, их тоже ввели в заблуждение. Вот когда вот такое происходит, мы ждем от гражданина Абхазии, который стремится к тому, чтобы возглавить весь абхазский народ, конкретные шаги. Он должен выступить и сказать, что это не так, это неправда все. Но если он молчит, значит он с этим согласен. У меня другого ответа нет. А если человек, который претендует на высший государственный пост, согласен с неправдой и начинает с неправды, а как мы дальше будем работать? Как мы будем дальше взаимодействовать здесь внутри? Я понимаю лозунг «Победа любой ценой». Он сегодня действует и взят в основу. Но 1 марта жизнь не заканчивается. Она только начинается. Понимаете, о чем я говорю? И когда мы говорим об объединении, очень важно понимать, что наш горизонт планирования не 2 понедельника, правильно? Мы должны думать далеко вперед, на ближайшие 15-20 лет, как минимум. Соответственно, если мы об этом говорим, мы должны думать не так, чтобы стабилизировать ситуацию в выборном процессе. Да, это тоже очень важно. Важно провести выборы максимально прозрачно, честно, для того, чтобы наши граждане имели возможность без какого-либо давления выразить свое мнение. Но мы должны думать и о том, что будет после выборов. Если таким способом, хотя я очень сомневаюсь, потому как здесь уже я абсолютно уверен, что абсолютное большинство наших граждан сделало правильные выводы после итогов первого голосования. И итоги 1 марта, я думаю, очень многих удивят. Но тем не менее, даже если это так не будет, и, условно говоря, вот с поддержкой вот этой огромной волны финансово-экономических групп, средств массовой информации, вы все знаете, что происходило за эти месяц с небольшим, условно говоря, они достигают того результата, который они в собой подписали. А дальше как мы будем жить? Какова будет легитимность этой власти, которая вот с такого рода поддержкой и давлением достигнет этого результата? Об этом нужно думать. Что будет дальше? Поэтому сейчас, если мы говорим об объединении, объединяться нужно всегда вокруг правды. Любое иное объединение, оно не долгосрочно, это какие-то тактические шаги. Но если стратегически к этому подходить, если думать о наших детях, о молодежи, о их будущем, тогда нужно объединяться вокруг национальной идеи, вокруг справедливости, вокруг правды. Я пока готовность нашего оппонента к этому не вижу. Ему ничего, еще раз говорю, не мешает выступить и сказать, что... Я просто это говорю, почему? Потому что если бы я был бы на его месте, я бы не ждал приглашения. Я бы сам выступил, сказал бы, что мой оппонент не является протурецким, мой оппонент не является антироссийским, мой оппонент не является тем более каким-то гюленовским. Это все неправда. Мы здесь в Абхазии
определяем свою судьбу сами. Вот я ждал, честно говоря, от него вот таких слов. Ну, пока, может быть, пока не до этого, пока заняты, может быть, в ближайшее время он все-таки что-то подобное нам скажет, и это позволит нам уже двигаться и строить совместные планы на будущее.